Наслышаны были, конечно, об этом педагоги, но даже не могли представить, что настолько печальная будет обстановка, как сейчас у нас. Просто мы вот, представляете, до поры до времени даже вот на это никакого внимания не обращали, потому что нам казалось, что это вот норма. То есть нас приняли, мы должны в этом вот всем вот существовать так вот по законам, как нам сказали. То есть вот есть какие-то вот у нас свои уставы в классе, так мы должны себя вести. И так и было до поры до времени, когда это все перешло какие-то рамки просто. Когда разговариваешь с человеком, ты просто слушаешь, внимаешь все, что она говорит, и тебе кажется, что там хуже тебя как родителя не существует, что твой ребенок тоже далеко не идеален. И всегда приходилось уходить с таким чувством, ну, ужасным чувством. То есть она еще и вас подавлять пыталась? Это тоже, да. Конечно. А вот мы учили не только стихи, как это вот обсуждается, да, в СМИ, что там стихи нам не понравились. Стихи прекрасные, не спорю. Вот, но доходило дело до того, что мы учили термины. Такие термины, как Мичуринец, Беломорский канал, Кировский завод, МТС. То есть мне приходилось самой даже смотреть эту информацию, потому что я сама не в курсе была этих терминов. Мой ребенок знает их на зубок. Начиная где-то со второго, наверное, триместра, она приходила домой и рассказывала мне какие-то безумные истории, в которые, конечно, мне как родителю, как матери было тяжело поверить. То есть, но все эти истории ее не касались, то есть касались других детей. То есть о том, что происходило с моим ребенком, я узнала только благодаря проверке, следственным действиям и психологу. Только тогда она смогла раскрыть, как выяснилось, секрет Татьяны Леонидовны. Как дочь утверждает, что, оказывается, начиная с сентября месяца они заучивали речевки, в которых они говорили, что существует секрет Татьяны Леонидовны, и что родителям мы ничего не рассказываем, что мы взрослые люди, и все, что происходит в школе, это происходит в школе. Вот. А только благодаря психологу она смогла раскрыться. И вот когда она раскрыла секрет Татьяны Леонидовны, а именно о том, что ее конкретно она таскала за уши, что она могла, например, заставить детей учить стихотворение перед всем классом, стоя спиной в углу, то есть до тех пор, пока она его не выучит. Ну, грубо обращалась, могла, значит, указкой ударить по костяшкам пальцев, когда они сидели не так, как ей нужно было. Вот только тогда она смогла раскрыться. И она сказала, что после этого, хотя она так же, как и другие дети, да, она говорила, что лучше учителя не существует. Но после того, как она раскрыла этот секрет, она просто сказала: мамочка, я больше в школу не пойду. Я говорю: а почему? Потому что я боюсь Татьяны Леонидовны. По-моему, на сегодняшний день их уже 6 заявлений. Это родители, которые нашли в себе силы и мужественность, чтобы идти до конца и защищать наших детей, потому что мы единственные люди, которые могут защитить наших детей. Разные причины, мне кажется. То есть у кого-то причина в том, что дети учатся в 9 классе, а в нашей школе один только 10-11 класс. У кого-то мужья занимают какие-то должности, и у них громкая фамилия, которые не хотят таким образом свою фамилию чернить. Опять же, да, идут, получается, против своего ребенка. Ради чего? Я не понимаю вот родителей, которые за какую правду они борются, которые выступают в ее защиту. Я считаю, что дело резонансное, и многие люди, включая администрацию и школы, и города, образования, они все просто понимают о ситуации, да, насколько она серьезна, и поэтому каждый переживает, наверное, за свое место. У нас уже такие подозрения. Просто у нас, я чувствую себя в центре просто вот этого конфликта, и что я считаю, что я пошла против системы. И мне, конечно, по-своему, у меня тоже есть какие-то опасения и страхи. То есть мне в этом городе дальше жить, но молчать я не буду, потому что это мой ребенок, я мать. Конкретно я не знала, что у нее такие связи есть. Но вот сейчас мы столкнулись просто с бездействием, и на защиту ребенка никто не встал, и у нас уже у самих родителей как бы возникли подозрения. То есть, наверное, это имеет место быть, раз у нас ребенок оказался не удел, а у нас защита педагога — это на первом месте. И даже люди, не разобравшись в ситуации, получается, обвинили нас, что мы плохие родители, и дети у нас, значит, троечники. Конфликт, как говорили, да, в СМИ, что конфликт троечников и пятерочников, хотя об этом даже речи не идет. Вот. Естественно, я чувствую давление со стороны класса, родителей, которые на ее стороне, которые ходят с подписями. У нас дело возбуждают уголовное, они ходят, собирают подписи. То есть я чувствую со стороны СМИ,
давление, потому что на какую бы страницу ни зашел, везде обсуждают только родители, у которых дети избалованные, и родители сами не образованы. То есть, хотя это далеко не так. Я просто чувствую, что нет обратной связи. То есть мы стучим просто в глухую стену. Это как борьба какая-то с тенью детей. Она еще рассказывала в одном из интервью, что она вместе с родителями ходит в театр. Это правда? По-моему, было один раз такое. Она говорила, что это постоянно. Нет, один раз было озвучено. Вот, если ребенок не приносит этот пакет, значит, он плохой. Тут говорила прям, что они не знают, что такое милосердие.